Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире нашего канала очередной блок новостей из рубрики «Реальные очевидцы нереальных происшествий». На днях во Франции запустили воздушного змея длиной 1 километр 35 метров и 47 сантиметров. Это мировой рекорд. Интересно, кто запустит еще длиннее? Уважаемые зрители, я прошу прощения, мне только что сообщили, что у нас есть связь с нашим корреспондентом, который находится сейчас в самой гуще событий, можно сказать, в самой эпицентре. Итак, Вячеслав. Слава, добрый вечер, коллега. Скажите, Вячеслав, как вы дела на фестивале? Добрый вечер, уважаемые зрители. О том, что наступила осень, а точнее подошла к своему логическому завершению, красноречиво говорит календарь, погода и кинотеатр с таким осенним названием, как «Октябрь». В данный момент здесь проходит листопад, на котором представлены многими компаниями свои проекты, так сказать, конкурсные программы, связанные с надеждами именно на эту осень. Среди них есть уже такие продвинутые, маститые, очень популярные, как FMMP, SF, MTF, а также мало кому известные, но подающие надежды. Вячеслав, вас сравнили с прошлой осенью, что вы можете сказать? Знаете, Слава, никто не ожидал такого ажиотажа вокруг этого фестиваля. Осень 2005 прописала свою формулу успеха, и можно сказать, очень успешно. А вот осень 2006 возлагает большие надежды именно на этот показ. И об этом красноречиво говорит хотя бы то обстоятельство, что достать билеты практически невозможно, а на 29 ноября просто нереально. Ведь именно в этот день счастливчикам предстоит увидеть самые лучшие проекты. Вячеслав, а что вы можете сказать о компаниях, которые молоды, малоизвестны, но подают надежды именно в этом мероприятии? Слава, вы знаете, лично меня очень порадовала, как вы говорите, молодая, малоизвестная компания ВТФ из местечка БНТУ. И мне даже удалось достать через свои каналы пиратскую копию их показа. В ней представлены одна из версий одной из сказок. Сюжет развивался следующим образом. А впрочем, сейчас вы все увидите сами. А может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. В Минском море-океане, здесь на острове Сургане, жил да был там царь-отец. Сыновей он 3 творец. Старший отрок бил растишку. Средний модник был сынишка. Младший был амбал здоровый, ел одни лишь макароны. Долго ли время так тянулось, а лишь все ж так повернулось. Царь-отец созвал сынов и дает им установ. Вы, ребята, уж достали. Лук и стрелы быстро взяли. А женить я вас решил. И на этом порешил. Пусть стрела укажет вам ваших будущих мадам. Стой-ка, батя, погоди. А зачем они нужны? Ты, детина, помолчи и указ мой учини. Уж пора мне вас, сынов, сбросить с шеи родаков. Делать нечего, и братки взяли стрелы и ушли. Вышли в поле вместе трое, развязали рюкзаки. Младший молвит им детина: Стой-ка, братцы, погоди. Что-то мы сюда пришли. Ты, Данила, дорогой, лук возьми и молча стой. Вдруг, откуда ни возьмись,
Появился Змей Горыныч. Да что ты? Больно крутой! Да тихо, хватит, вам уже головы и так болят. О, Горыныч, братик наш, слово мудрое нам дашь? Стой-ка, братцы, погоди, он ведь грустный, погляди. Слышь ты, а чё? Я, наверное, больной. Отправляйся-ка домой, выспись там и подлечись. Только помни, что в субботу мы качалку собрали. Стой-ка, братцы, погоди. Что мы делать сейчас должны? Сейчас мы жен себе найдем. Только с лука запульнем. Взял Данила лук и стрелу, да как натянул тетиву, стрельнул раз, сломал каркас. Взял Данила лук другой, натянул второй рукой и попал. Ой! Появился камень древний, указатель обалденный. Подошли они к нему, слышат голос. А? Почему? Кто такие? Что надо? Зачем пришли? И вообще, что вы здесь делаете? Да. Слал отец ваш СМСки, что нужны ему невестки. Имена их называл. Три хороших девочки, Люба, Надя, Верочка. Ой, что-то я совсем отошелся. Так, предлагаю вам, друзья, разойтись кому куда. Ты налево. Ты направо. Ну, а ты стреляй туда. Выпустил стрелу царевич, залетела стрелка в царство. В 30 государства стал он кликать, позывать, да жену свою искать. Вер! Вер! Выходи! Стучит сердечко, тук-тук-тук. Стучит и плачет. Ты звал меня, дорогой? Я так давно мечтала стать царской женой. А мне так часто снился маленький принц. Такой маленький, но удаленький. Ой, ты мой пуси-муси. А я ни разу не была в моментах до этого дня, точнее до вечера. Но когда сюда сегодня ребята пригласили меня, осталось бы навечно маленькие такие вечеринки, зеленые тропинки, где тихо и свежо. Маленькие, брюнетки и блондинки,
мне нравишься. Сама не знаю. Помни, сын мой, тебе не верка нужна, а вера. Видно, миссия другая выпадает мне, друзья. Не невеста. Значит, сваха. Так, поди-ка ты сюда. Есть красавица одна. Буду сватать за тебя. Тоже Верою зовут. Как увидишь, обалдеешь. Кольца где? Что я хорошая. Тогда, друг, в путь. Время среднего стрелять. Стрельнул он, да так попал, что и сам не ожидал. Любовь, судьба моя, мне долго ли ждать еще тебя? Ой, девка коса, белолица краса, по полю пошла, колечки нашла, закрутила, завертела, замухрить захотела. Yeah, no mama, you looking good. See you on a plate with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how I go that. Yeah, I wanna throw that. Me and you one-on-one, treated like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do? Trying to get a house and knock my buttons, but you keep coming. Say what you gon' do to me. Crazy night, I'm trying to get a house and knock my buttons, but you keep coming. Say what you gon' do to me. But I see nothing. Typical and hardly the type of girl. I like when the fears is cold. Don't leave me asking for more. I'm a sexy mama. Trying to get down on her. Everything is true, is on ya. All the things that I told ya. You will say all the right things all night long, but I can't seem to get you over here to help take this off. Baby, can't you see? These girls are on me. They keep coming from this beat, and I'm about to blow. I don't think you know. I'm trying to get a house and knock my buttons, but you keep cutting. Say what you gon' do to me. But I see now. I'm trying to get a house and knock my buttons, but you keep cutting. Say what you gon' do to me. Сын мой! Сын мой, ты же царский сын, а не Казанова. Брось ты эту спесь. Да когда ж придет к тебе любовь настоящая? Младший сын гулял по свету в поисках своей судьбы. Лук сломал, спустил все стрелы и решил ни с чем уйти. Да тут голос грозный бати вдруг услышал наш герой. Нам пора уж свадьбы править, а ты все не идешь домой. Кто-нибудь, мне дайте лук. Кто-нибудь, пошлите стрелы. Боже, милый, помоги, на невесту укажи.
Простые истины, как дважды два. Любовь и вера, ум и доброта. Надежда в сердце каждого живет, что самый лучший день еще придет. Мы в жизни сами выбираем, какой построить дом и посадить сады. Какими будут дети? Как их мы воспитаем? И скоро сбудутся твои мечты. Пусть мы уже и взрослые давно, но в сказку верим и надеемся на чудо. А где надежды нет, там наступает пустота. Об этом в древности сказал известный всем великий Юлий Цезарь. А вы знаете, одной маленькой зимовочке еще в детстве подарили хрустальную туфельку 47-го размера. И она ей подошла, потому что она верила! В тишине постучалась в двери. Неужели кто в нее не верил? С детства все с ним росли и с надеждой жили. А когда подросли, мы их не забыли. Как в сказке степнула, все узнали ясно теперь, что не зря на осень пришли, здесь надежду свою вы нашли. О, как хочется вам рассказать, что надежде нельзя умирать, что она постоянно живет, постоянно с нами. Пришло и сбылось, вот стоим на сцене, и для вас мы поем в этот день осенний. Ну скажи, те же, чем мы не угодили, ведь сейчас мы для вас душу всю открыли. Танцуют! Как в сказке скрипнула, вы узнали ясно, что не зря на осень пришли, здесь надежду свою вы нашли. Ох, как хочется вам рассказать, что надежде нельзя умирать, что она постоянно живет, постоянно с нами.